На перрон прибыл состав Сочи-Владикавказ. Из вагона высыпались счастливые мальчишки. Эти ребята из хоккейного клуба «Алания». На турнире в столице Олимпийских игр 2014 остинская команда завоевала второе место. Этот результат – лучшее достижение сборной за свою недолгую историю существования. Да, это лучше! С каждым соревнованием мы сильнее и сильнее. До этого самое лучшее было 3-е место. Да, в Волгограде. Турнир собрал 14 команд с юга России, в их числе сборная Крыма. Организаторы не были готовы к такому большому числу участников, поэтому регламент соревнований отличался от стандартных. Проиграв в стартовом туре, наши ребята лишились шанса оказаться на первом месте. Хоккеисты говорят, отыграться им помешало грязное время. Они просто не успели вкатиться в игру. Зато после хоккейная «Алания» набрала высокие обороты, завершив последний матч со сверстниками из горячего ключа внушительным разгромом 11-1. Время матчей было очень короткое, по 10 минут, и поэтому нам, в принципе, оказалось тяжело отыграться в матче в первом. То есть было бы больше времени, когда наши дети уже вкатились, скорее всего, мы бы выиграли эту игру. В итоге, как оказалось, команда, которую мы проиграли, они стали чемпионами этого турнира. Опять же, вне зависимости от результата, я считаю эту поездку очень полезной для детей. Они зарядились положительными эмоциями на весь предстоящий сезон. Они побывали на матче континентальной хоккейной лиги. Они поиграли на арене, на которой проходили игры олимпийские в Сочи, и в том числе и финал Олимпиады проходил на этой же арене. Также они увидели воочию трассу Формулы-1, где будет проходить впервые в истории России. За короткое время своего существования команда прибавила во всех компонентах, как в игровых, так и в дисциплине. Уже сейчас спортсмены готовятся к региональным соревнованиям. В следующем году хоккейный клуб «Алания» сыграет на чемпионате России в зоне Юг. Пока тренерский штаб сосредоточен на физической и моральной подготовке юных спортсменов. Елена Черенкова, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.